Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Размышления о главных событиях прошедшей недели в ближайшие полчаса. Сегодня в выпуске. Россия, которой мы не знаем. В 2016 году у страны может быть исчерпан резервный фонд. Почему российское ракетное производство перешло на работу в 3 смены и сколько это стоит казне? И заглавные этой недели – переговоры Грузии и «Газпрома». Все это в ближайшие полчаса в программе «Настоящее время. Итоги». Специальный гость нашей программы – российский политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов. В начале недели новости из Грузии. Руководство страны провело новые переговоры с концерном «Газпром» о поставках в страну дополнительного газа. До сих пор Грузия импортировала большую часть газа из Азербайджана, а также получила 10% от объемов топлива, поставляемых Россией в Армению, в качестве оплаты за транзит. Комментируя переговоры с Россией, министр энергетики Грузии объяснил их необходимость увеличивающимся в стране потреблением энергоресурсов. В то же время критики нынешнего грузинского правительства предупредили, что обратной стороной диверсификации газовых поставок может стать повышение экономической зависимости Грузии от России. Накануне в Тбилиси протестовали против поставок российского газа. Чуть ранее при этом были опубликованы данные опроса Национального демократического института, согласно которым среди грузинского населения снижается популярность правящей Грузии коалиции, а количество поддерживающих интеграцию с ЕС снизилось с 85% в ноябре 2014 года до 61% год спустя. Лидер грузинской оппозиционной партии «Наша Грузия», свободные демократы, министр обороны Грузии в 2012-2014 годах Ираклий Аласания в эксклюзивном комментарии для нашей программы ответил на вопрос, может ли меняющийся вектор общественного мнения повлиять на внешнеполитический вектор руководства страны. Я не думаю. Наоборот, где-то 60-65% поддерживают наш курс в НАТО и в Евросоюз. Это стабильно уже за последние, по-моему, 7-8 лет. Плебисцит, который был у нас в 2008 году, подтвердил это, 75% поддерживают наш курс. Это не просто курс, это не сама цель, чтобы мы были в НАТО или в Евросоюзе. Это естественный, я думаю, видение грузинского народа, где они будут чувствовать себя более безопасно. Та политика, которую мы видим со стороны России, это просто углубляет еще веру в том, что Грузия должна быть частью НАТО и должна быть частью Евросоюза. Потому что это тот курс, который выбрал не политические партии, а народ Грузии. Это был Ираклий Аласани в эфире программы «Настоящее время. Итоги». И возвращаясь к теме «Газпрома», на этой неделе в мировом рейтинге энергетических компаний он опустился с 6 на 43 место. Для того, чтобы поговорить об этой и других экономических новостях недели, я пригласила в нашу студию президента Российского института энергетической политики и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова. Владимир, добро пожаловать, вы у нас всегда желанный гость. Давайте сначала про «Газпром». В определенном степени это такая государствообразующая отрасль, уже даже не предприятие. Как вы считаете, вот тот рейтинг, цифры которого мы огласили, в какой степени является отражением общей ситуации в российской экономике и ее сейчас такого кризисного состояния и динамики? Ну, там у «Газпрома» просто своя песня, она намного хуже, чем даже тот кризис, который в экономике мы видим, потому что вообще вся история «Газпрома» при Путине – это такой полный провал. Он же сделал на него ставку как главный стратегический ресурс. Кончилось это все тем, что на рекордно низком уровне за всю историю находится добыча, она там на 20% ниже, чем в 1999 году. Вот видите, за 16 лет Путина у власти, при том, что «Газпром» был его любимым ребенком, мы прошли такую дистанцию, что мы теперь там на 20% меньше производим. Да? И это следствие того, что газпромовская маркетинговая политика провалилась на всех фронтах. Они потеряли катастрофические объемы экспорта в Европе, катастрофически потеряли в СНГ. И очень серьезное снижение потребления газа идет дома. То есть, вот они теряют на всех фронтах. Неудивительно, что у них капитализация сжимается, что хуже инвесторы оценивают из перспективы. И конечно, выкарабкиваться из этой ямы им будет очень сложно. Но выкарабкивается ведь не только «Газпром». Если на него, в общем,
такой большой степени полагаются российские чиновники, которые отвечают за формирование бюджета, насколько я понимаю. Как будет выкарабкиваться, в принципе, вот эта команда, которая полагается на «Газпром»? Так, а вы знаете, это «Газпром» всегда рассказывал сказки, что он такой кормилец, да, а на самом деле, вот у нас там говорят, что половина доходов бюджета нефтегазовые, так это в основном от нефтяников идет. «Газпром»-то всегда составлял там небольшую долю в единицы процентов доходов федерального бюджета, а они налогов платят там, в разы меньше, чем нефтяники, они от этого освобождены, они в основном тратят деньги на вот эти всякие свои сумасшедшие стройки и трубопроводы, закопанные в землю, которые вот списывают сейчас в огромных объемах за ненадобностью. Да? Поэтому как раз «Газпром» — это вот символ модели путинской экономики, которая зарывает деньги в землю, и все это в итоге никому не нужно. Он не является кормильцем, он не является огромным донором, он является таким нетто-реципиентом и скорее просителем сейчас денег у государства. Но при этом вот мы упомянули о тех переговорах, которые «Газпром» сейчас ведет с грузинским руководством. Если в российско-грузинских отношениях немножко абстрагироваться от политики и говорить об экономической целесообразности, на ваш взгляд, в Грузии насколько целесообразно сейчас говорить о поставках российского газа или возобновлении, или увеличении этих поставок? Видите как, «Газпромовский» газ не опасен, когда есть альтернатива. Да? То есть все проблемы случались в основном у стран, которым просто физически неоткуда больше взять. Хотя, ну вот видите, конечно, они репутацию создали себе, да, что просто сам факт переговоров с «Газпромом» уже вызывает скандал, опасения там всякие и так далее. Грузия сейчас основной газ покупает из Азербайджана. Я думаю, что Азербайджан будет давать основные объемы, поэтому если они что-то еще купят у «Газпрома», это не страшно. Тем более сейчас цены очень сильно снизились из-за вот привязки к нефти. Да. Но это вот еще раз, это очень показательно, то, что само вот имя этой компании всплывшее, оно вызывает уже такой ворох таких всяких встревоженных комментариев. Это неудивительно, это, конечно, следствие того поведения последних 10 лет, когда «Газпром» использовался как политическое оружие. Вот мы отголоски этого видим. Он отпугивает покупателей. Если перейти от газа к нефти, в начале этой недели, во время своего выступления в Вашингтоне, вы озвучили тезис о том, что нефтяная индустрия в России стала жертвой налоговой политики. А какова в данном случае логика вот этих людей в российском правительстве, ответственных за выбор жертвы? Ну, логика такая, что Путин явно принял политическое решение не сокращать общие расходы бюджета. Это, видимо, связано с стратегией дожития до президентских выборов. Да? Денег взять неоткуда, потому что доходы упали из-за снижения цен на нефть в первую очередь. И, ну, вот он принял там гениальное, в кавычках, решение поднять налоги там не только на нефтянку, но и на ряд других индустрий. Это будет все очень плохо, потому что это приведет к сокращению инвестиций. Все обоснования, которые дает министр финансов Силуанов о том, что им там надо эффективно деньги использовать, это все чушь. Просто у них будет меньше доходов, они больше срежут капитальные инвестиции, будет падать добыча. Да? Ну вот это ровно та же история, которая была в конце 80-х, когда Компартия у нефтяников забирала деньги, чтобы финансировать дефицитный советский бюджет. Это кончилось все обрушившейся добычей, страшным экономическим кризисом. Егор Гайдар это хорошо описал в своей книжке «Гибель империи». К сожалению, вот, видимо, люди из Минфина и Путин, они не читали все это. Но вы упомянули уже имя министра финансов России Антона Силуанова, и на этой неделе он заявил, что к 2016 году, 2016 год может оказаться последним, когда Россия существует с резервным фондом. А что это означает, на ваш взгляд, на практике? Потому что России без резервного фонда мы давно уже не знали. Ну, они, видите, если они не перейдут к разумной политике, Силуанов еще полгода назад говорил, что надо расходы сокращать. И там есть что резать. Вот эти все дурацкие мосты в никуда, там вот эти экономические проекты, почти 3 триллиона рублей в бюджете, да. Это столько же, сколько на пенсии идет. Например, расходы на всех силовиков вместе взятых, не считая даже военных, а это вот МВД, там, органы прокуратуры и так далее, выросли там в 2 с лишним раза за последние несколько лет. Вот где надо резать, чиновников надо резать, расходы на СМИ надо резать. Они не стали этого делать, наоборот, на пропаганду расходы даже увеличивают, да. За счет этого залезают в карман в промышленности, хотят больше налогов оттуда взять и хотят проедать резервный фонд. Вот надеюсь, видимо, что все само отрастет через пару лет, но это очень наивные надежды. Ну вот очевидно же, что уже не отросло, и резервный фонд, даже по оценкам российских чиновников, будет съеден. А откуда тогда будут черпать средства? Ну, они уже перешли, и так, видите, эти разговоры про денежную эмиссию, они ходят, да. Набиуллина признала в Госдуме, что больше 100 миллиардов рублей уже фактически Центробанк прокредитовал экономику, то есть тут есть то самое печатание денег, да.
И вы знаете про все эти идеи Глазьева, что нам надо включить печатный станок и так далее. Слушайте, мы помним это все по 90-м годам, когда тоже ходили вот эти умные дяди, которые говорили, что нам надо печатать деньги, чтобы вкладывать их там в какую-то промышленность. Но промышленности же люди умные. Когда нет развития, когда плохой деловой климат, нет деловой активности, они берут эти напечатанные деньги, идут на валютный рынок. И дальше вы знаете, что происходит. Резкие скачки курсов валюты, падение покупательной способности населения. Вот к чему. То есть вот они будут печатать деньги. Как выглядит последствия, мы уже видели много раз в России. Глобализуем нашу дискуссию несколько. На этой неделе многих очень взбудоражило высказывание главы банковского надзора Китая Мин Ляо, который предрек в ближайшие 5 лет новый глобальный финансовый кризис миру. На ваш взгляд, во-первых, насколько велика вероятность такая, и во-вторых, что это будет означать для экономики России, которая уже не в лучшей форме, и для экономик стран, которые, в общем, тесно связаны с Россией в экономическом плане? Я думаю, что китайцы, они там, может, немножко нагнетают, потому что им надо подстелить соломки. У них очень плохая ситуация у самих, то есть экономика идет к посадке. Так сейчас дискутируют, насколько жесткой, да. И, конечно, им надо это все списать на какие-то глобальные проблемы, и трудно признаться в том, что это результат их собственной неэффективной политики. Но в целом это большой вопрос. Что будет, я немножко более оптимистично на это все смотрю, потому что в Америке очень неплохая экономическая ситуация. Видно, что, например, в Европе, вот на юге и западе, где пришли правые правительства к власти, там в Ирландии, Испании, Португалии, на Кипре, они выкарабкиваются из кризиса, в отличие от вот Ливадской Греции, да, там есть такие признаки оживления. То есть я не стал бы так однозначно пессимистично смотреть, но Россия здесь как раз стоит особняком, в том числе потому, что мы сделали ставку на Китай, а Китай просаживается. Да? То есть явно, что этот поворот, он был совершенно не своевременный в китайскую сторону, потому что китайцам сейчас будет совершенно точно не до нас, и каким-то огромные ниши для наших товаров, энергоносителей, они не будут в том виде, как это ожидалось. Спасибо, Владимир. Мы сейчас не будем далеко уходить от темы экономики, но завяжем ее слегка с оборонным сектором. По сообщениям, появившимся на этой неделе в российской прессе, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на работу в 3 смены из-за российской операции в Сирии. С начала военной кампании были сделаны многочисленные попытки подсчитать, сколько российскому бюджету может стоить вступление в борьбу за влияние в регионе. Продолжит эту тему Санжар Хамидов. Исследованиями российской военной кампании в Сирии занимались как в России, так и за ее рубежами. Попытки проанализировать затраты госказны предприняли в России московское издание «Коммерсант Власть» и телеканал «Росбизнес Консалтинг», а в Британии аналитический центр HIS Jeans. Выводы о ежедневных затратах России на войну несколько разнятся. Так, по оценкам издания «Коммерсант Власть», это $4 миллиона в день. Британские эксперты по обороне называют цифру в 2,5 миллиона. Делается предположение о том, что месяц военных действий в Сирии обходится российским налогоплательщикам в среднем $80 миллионов. Во время аналогичной по объему операции США в 2011 году в Ливии Пентагон потратил $160 миллионов в месяц. Самой дорогой статьей расходов сирийской кампании России военные специалисты считают массированный удар 26 крылатыми ракетами марки «Калибр НК» из района Каспийского моря по целям, расположенным на юго-востоке Сирии. Российской казне этот удар обошелся в 170 миллионов. Эксперты отмечают при этом, что стоимость остальных применяемых боеприпасов, цитата, можно сравнить со стоимостью металлолома. Минобороны России до сих пор не озвучивала данные о расходах. На затраты экспедиционного корпуса в Сирии, как уверяют аналитики, российские военные чиновники смотрят через призму экономических дивидендов, а также наработки военного опыта. Стоит отметить, что в прошлом году ВПК России экспортировал оружие на $15,5 миллиардов, пока стоимость кампании в Сирии составила 1% от этой суммы. Рассказывал Санжар Хамидов. И еще немного о том, что именно входит в этот 1% от общих военных продаж прошлого года, потраченных на сегодняшний день России на сирийскую кампанию. По подсчетам все того же аналитического центра HIS Jeans, наличие 1500 российских солдат в Сирии в сутки обходится в $440 тысяч. Осуществление разведки, инженерной поддержки и логистических операций стоит $250 тысяч. Военная поддержка со Средиземного моря и из Каспия $200 тысяч. Содержание 36 военных самолетов 650 тысяч, 20 вертолетов 60 тысяч. Ну и самой дорогой статьей ежедневных расходов являются боеприпасы.
На них тратится 750 тысяч долларов в сутки. И помня о том, что еще до начала военной кампании в Сирии военные расходы в России были увеличены на треть, мы возвращаемся к нашей дискуссии с Владимиром Миловым. Владимир, итак, вот в бюджете, который так сильно ориентирован на оборону, и в России это очевидно, и это уже ситуация не первого года, насколько есть, во-первых, место для каких-то других статей, и, во-вторых, насколько такой бюджет жизнеспособен? Ну, это все очень зависит, например, по Сирии от масштаба операции. То есть, пойдут ли они на землю, будет ли широкомасштабная сухопутная операция. Я лично считаю, что будет, и просто нет других вариантов, а то, что мы видим, это прелюдия. Пока вот расходы на бомбардировки, ну, откровенно говоря, они не очень большие, что вот эти цифры подтверждают. Это сравнимо с какой-то там, я не знаю, крупной спасательной операцией силами МЧС и армии, там, наводнения, пожары и так далее. Это вот сопоставимо по цифрам. Если, конечно, будет крупномасштабное наземное вторжение, что, скорее всего, стоит ждать, потому что цель Путина – это именно защитить Асада, а с наземной операцией остатки асадовской армии и иранцы, ну, они явно не справляются, вот никаких позитивных новостей нет, да. И я думаю, что в будущем, если Путин захочет Асада сохранить, то ему, конечно, придется направлять туда войска. Вот тогда может вырасти кратно расходы. И, конечно, для нынешней бюджетной ситуации, мы вот говорили, что резервный фонд быстро исчезает с лица земли, да, вынуждены власти повышать налоги там, и так далее. Да. Ну, конечно, для экономики никакими хорошими новостями вот этот дополнительный аппендикс в виде расходов на войну не будет. А вот некоторые аналитики делают предположение о том, что военные расходы могут стать стимулом для российской экономики. Вы к этому как относитесь, к таким высказываниям? Я отношусь скептически, потому что у нас оборонный сектор, он крайне неэффективен, он очень закрытый, и ну, нет никаких механизмов для того, чтобы он действительно создал спрос на продукцию других отраслей и как-то все это потянул, да. Это все крайне монополизировано, это опять же связано с закапыванием. То есть, ну, грубо говоря, там на 1 рубль, который дает полезный какой-то эффект, они там 3-4 рубля закапывают в землю. Путин вот в прошлогоднем послании к Федеральному собранию жаловался на кратно завышенные расценки на закупки вооружений по сравнению с там, тем, что изначально планировалось при их запуске, да. Ну, то есть вот это вся, это как бы часть общей неэффективности, которая что в «Газпроме», что в оборонке Рогозинской у нас имеет место. Поэтому я не верю, что вот этот мамонт полудохлый, он как-то начнет вытаскивать нашу экономику, но для этого нет никаких предпосылок просто. Но при этом на фоне повышения расходов на оборону российское руководство решило сократить объемы социальных выплат, пособий. На сухом казенном языке это назвали оптимизацией предоставления отдельных мер поддержки. На ваш взгляд, россияне к оптимизации готовы? Ну, это, конечно, будут катастрофические последствия иметь. И здесь надо вспоминать о другом, на мой взгляд, более важном, что, во-первых, они приняли решение не индексировать зарплаты и пенсии в бюджетной системе по инфляции, то есть реально это будет означать их снижение, да, то есть не компенсирует там какой-то микроскопический заложенный рост повышения цен. Да. Второе, что у нас бушует крупнейший кризис за всю вот историю последнюю региональных бюджетов. Основная социальная нагрузка на них, но у них нет денег и неоткуда их взять. Да? И они вынуждены резать социальные программы, сокращать там финансирование школ, закрывать больницы и так далее. Да? Это все в итоге, конечно, будет способствовать усугублению кризиса потребительского спроса. Фактически покупательные способности людей будут сокращаться. То есть те деньги, которые вот у них сейчас есть на руках, на них будет там купить там, вдвое меньше, можно там уже через год. Да? Это вот главная проблема для экономики сегодня, и действия властей по дальнейшему сокращению доходов людей, они, к сожалению, только это все усугубляют. Поэтому вот я думаю, что это будет закручивать вниз вот эту плохую спираль кризиса, да, и пока вообще из этого всего не видно никакого выхода. Владимир, у нас остается время для того, чтобы обсудить еще одну тему. В конце недели в планах у госсекретаря США Джона Керри было посещение Центральной Азии и участие в открытии нового дипломатического форума, созданного для укрепления связей между США и бывшими советскими республиками. Накануне этого эфира я беседовала с Ильей Заславским, ассоциированным членом Лондонской академии Королевского института международных отношений, об экономических и политических факторах, определяющих динамику взаимоотношений России и Запада в регионе. Хочу привести одну из ваших цитат. Вы говорите, что в Центральной Азии у России с Западом могут возникнуть трения. Ну, понятное дело, что они возникали уже на политической почве, геополитической. Те трения, о которых вы говорите, они связаны с экономикой или это продолжение вот этих вот политических вещей? Трения эти связаны прежде всего с политикой и с видением российского руководства себя вот на международной арене.
Российское руководство видит себя партнером с Китаем в противовес Западу. И Средняя Азия – это одно из таких слабых звеньев для западных политиков, где Кремль с удовольствием бы хотел показать вот эту слабость и уязвимость западной политики в Средней Азии, а по сути как бы вытеснить влияние США и западных партнеров из Средней Азии и установить такое доминирование России и Китая в регионе. Это был Илья Заславский в нашем эфире. Владимир, ну и задаю вам последний вопрос, региональный на этот раз. Если говорить о международных игроках в Центральной Азии, можно предположить, что вообще даже в силу географии, такой географической логики, центральноазиатским республикам Китай и Россия могут стать здоровой экономической альтернативой, и в сторону Запада уже разворачиваться даже не надо? Вы знаете, вообще они все эти вот годы независимости проводили, старались в основном проводить такую мультивекторную политику, балансируя российское и китайское влияние европейским, американским. И, наверное, это правильно, потому что все-таки страны этого региона, они слабоватые с точки зрения вот экономической мощи своей и так далее. Да? И, конечно, огромные вероятность, что вот эти большие там центры притяжения их в итоге съедят. Поэтому, наверное, мультивекторная политика была самым правильным выходом, и она такой, в принципе, и остается до сих пор. Я, честно говоря, больших перемен и желания вот лечь под кого-то одного там не вижу, и видеть, что центральноазиатские страны играют как союзников Путина, но его действия ни по Украине, ни, кстати говоря, по Сирии, они впрямую в основном не поддержали. Ну а как вы вообще предвидите, учитывая то, что давление все-таки увеличивается, да, и все игроки пытаются, ну я не знаю, грубо говоря, тянуть одеяло на себя, и все так или иначе хотят, чтобы Центральная Азия была на их стороне и была таким плацдармом для соблюдения их интересов. Что будет происходить? Главный вопрос, вот, на который нам надо узнать ответ, это, конечно, вот эта проблема преемничества в Казахстане и Узбекистане. Мы знаем, что там очень старые диктаторы у власти, которым, в общем, недолго осталось править, так или иначе. И там проблема преемников фундаментально не решена. То есть вот у них есть какие-то дочки, там, у Назарбаева и Каримова, но это все слабовато, с учетом вот тяжелой региональной ситуации и способности удержать ее под контролем. Поэтому я думаю, что в том числе и почему американцы ездят, и наши очень озабочены, и китайцы очень озабочены. Что там будет дальше? Там, конечно, риск дестабилизации и роста исламского радикализма и конфликтов элит на этом фоне, да, они очень большие, потому что решение проблемы преемников Назарбаева и Каримова пока не найдено. Я бы сказал, что для всех, и России, и Китая, и Америки, это пока главный вопрос, который вот остается без ответа. А сотрудничество вот этих больших игроков, ну если мы говорим Запад, это Соединенные Штаты и Европа, ну Европа не сильно соревнуется за регион, Соединенные Штаты в основном. Возможно, сотрудничество на почве понимания того, что угроза исламского фундаментализма региону настолько велика, и сам он с ней не справится, что надо как-то объединиться и решать проблему эту вместе. Ну, видите, вот Путин так по-дурацки перессорился глобально с американцами, что я, честно говоря, пока условий для возобновления нормального диалога не вижу, хотя вот это как раз та причина, по которой он был бы нужен, да. А что касается китайцев, то китайцы очень эгоистично действуют, они последовательно через экономические, инфраструктурные рычаги, они очень медленно отжимают все остальное влияние оттуда. Не думаю, что они будут очень кооперативны, я думаю, они скорее продолжат такую эгоистическую политику, но им это будет немножко трудно делать, потому что все-таки у них главная сейчас проблема становится это вот экономические трудности у них дома в Китае. Владимир, спасибо вам большое за ваш анализ. Мы надеемся вновь скоро увидеть вас в нашей студии. Я напоминаю, что нашим сегодняшним гостем был президент Российского института энергетической политики Владимир Милов. Мы подводили итоги недели 30 октября. Будущее России без резервного фонда, стоимость военной кампании в Сирии и как российские и грузинские чиновники совершают разворот в сторону энергетического сотрудничества. Дальше больше. Смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.